Всем привет, это канал Ашфуд, я его ведущий Азиз Нурузбакиев. Ребята, мы совместно с Best Day Production открываем новый сезон Ашфуд. У нас в гостях, вы не поверите, основатель Best Day Production Ришат Мумынов. Ассаламу алейкум, Ришат. Уалейкум ассалам. Убери, брат, камеру, тебя и так никогда нет в кадре. Ну, в принципе, это действительно так, но значит, настало время. Севен, настало время увидеть тебя по эту сторону камеры и почувствовать то, что мы чувствуем все это время. На самом деле, да, я с тобой соглашусь. Все-таки, если бы я был по ту сторону, я бы просто сидел бы там, делал бы, творил бы, снимал бы. Сейчас, стоя здесь, я уже понимаю, что действительно нелегко. Очень даже нелегко. Ну что ж, начнем? Да, поехали. Что мы будем сегодня готовить? Я смотрю, такие красивые продукты. Да. Всё в желтом, таком, зеленом. Интересно. Ну, поскольку весна, у нас первый выпуск нового сезона, мы решили сегодня сделать все легкое, будет все необычное. И мы будем готовить индейку в вишневом соусе, на гарнир у нас будет пюре. И, конечно же, салат. Салат у нас будет весенний, легкий, с огурцами, с помидорами черри и с перцем Калифорния. Ну, конечно же, с итальянской заправкой. Да, кстати, желтые помидоры черри. Они, в принципе, редкие, да? Да, они редкие, они смотрятся очень круто. Кстати, ты помешан на микрозелени. Сегодня у нас будет микс с микрозеленью. Да, ты как повар сразу понял мои предпочтения, Конечно, да? То есть, конечно. знаешь, что я вообще люблю микрозелень. Почему? Потому что я считаю, что это очень полезные вещи. В этом семени, да, скрыт огромный потенциал, и он освобождается на короткое время, вот, чтобы вот дать побег. И, кстати, хотелось бы рассказать вам такую, да, можно сказать, мое наблюдение. Вы знаете, что уйгуры микрозелень употребляют спокон веков? Бидачишир? Точно, угадал. Бидачишир, иначе говоря, пельмени с клевером. Его не употребляют весь год. Есть маленький короткий период, когда весна, когда он только вот такой. Пророст, Если он уже вырос вот такой, то все, его уже не кушают. То есть мы его кушаем, максимум мы там любим, да, уйгуры говорят, 7 раз надо успеть поесть. Северно. 7 раз. А ты знал то, что на самом деле пельмени с клевера у нас делают из 7 видов проростки трав? То есть туда идет там джусай, клевер, мята, крапива, одуванчик и еще что-то. Вот про одуванчик и мяту я слышал, ну, оказывается, остальные не знал. Вообще состав идет Опять-таки 7. Да, 7, да. Наше любимое число. Ну что ж, начнем. Ты начнешь с гарнира, будешь нарезать картошку на пюре, а я займусь индейкой. Мы не будем одевать перчатки, так как готовим для себя. Да, На кстати. самом деле, мне нравится готовить без перчаток. Я люблю вот прям чувствовать. Вообще, на самом деле, перчатки – это иллюзия. То бишь, ты, когда одеваешь перчатки, ты можешь не помыть, потому что ты не чувствуешь свои руки, да, получается, насколько они грязные, насколько они неудобны. А когда, получается, ты без перчаток, ты чувствуешь это и, блин, ты моешь его часто, по сути. Нас, наверное, не осудят. Каждый, я думаю, в доме готовит для себя. Азиз, если я вот так буду резать, это нормально? Отлично, отлично. Вот. Всё, мне все порезать? Да, конечно. Больше для чего не будем использовать? Вообще, почему мы готовим из бедра? На самом деле, бедро индейки, бедро курицы, оно считается самое сочное. То есть, самое сочное место, это получается бедро. Ну, сейчас посмотрим, как мы его вообще сделаем сочное. Очень интересно. Кстати, Ришат, а как у тебя вообще началась деятельность оператора? Вообще, как у тебя возродилось это вообще? Ну, как вообще это все случилось так, что ты начал снимать? Ну, вообще это длинная история, конечно, но в принципе постараюсь коротко рассказать. Я просто люблю очень длинно рассказывать, поэтому я себя знаю, если я сейчас разгонюсь, короче, я сейчас уеду. Весь сезон рассказать, да? Да. Рассказывай Весь сезон. Все началось на самом деле, как бы банально это не звучало, это со своей свадьбы, с моей свадьбы. Ты снимал свою свадьбу? Нет, в 2013 году, в 2012 году была свадьба. В итоге на эту свадьбу я позвал брата, потому что он уже работает, то есть двоюродный брат, его зовут Ринат Алимов, большой привет.
Я говорю, мне нужна твоя помощь. То есть мне нужны видеооператоры. И он говорит, ну, я знаю, что он работает в студии у нас, в одной из хороших, да, студий таких, нашумевших тогда студий, Архив Продакшн, где я и начал работать. Вот. В общем говоря, просто отсняли свадьбу. Я, ну, в принципе, сам же в этот момент, то есть, когда снимают, ну, тоже свадьба все-таки это первый раз. Тогда еще, в 12-е годы, не так популярно, да, вот это все. То есть мобилографии вообще не было. Были там 3GP фотки, конечно. Вот. Ну, тогда я тоже делал вот, фотографии на телефоне, их как-то коллажи делал, что-то делал, то есть что-то такое интересное было. А вот именно момент, вот сам процесс мне понравился, как мы снимали эту свадьбу, то есть там оператора пригласили. Там, правда, вот я до сих пор жалею о том, что взял на свадьбу одного оператора. Честно, вот сразу хочу совет всем сказать, вот никогда не берите на свою свадьбу оператора с одной камерой. Потому что я очень пожалел, вот прям. На то время это было, наверное, норм, один оператор, да, или нет? Ну, на то время, да, действительно это была норма, и началось вот это именно с той свадьбы, если коротко, да, то есть снимали, было интересно, потом после свадьбы я ему, наверное, через месяц написал, я ему говорю, а вообще как у вас там работа там, можно ли у вас поработать вообще, этому долго учиться, ну, то есть начал вопросы задавать. И он мне сразу, да, я начал у него интересоваться, и мне сразу говорит, вот я вот завтра поеду на съемки, просто подъезжай, посмотри. Я приехал, немножко посидел, со стороны посмотрел, и в другой день, это была такая уже крутая вечеринка, получается, наши видеооператоры там работали, и мне дали просто одну лишнюю камеру. Говорит, на, поснимай. Не на месте, короче. Объяснили так, 5-10 минут. И все, поехало. Можно сказать, это вот первая съемка. После этого, то есть это была первая практика, а потом сразу же, без вот этой обучения, да, там месяц обучения, там кто-то проходил, кто-то делал. У меня такого не было. Я вот сразу вот, можно сказать, первый день ознакомился, ну, вторую съемку, то есть я начал делать монтаж, первое, да, научился делать монтаж. Уже, да, ну, то есть показали мне, как это делать, потихоньку учился, но я сам быстро научился, потому что я очень увлекался этим. И первую свою стажировку, которую я вышел бесплатно, мне получилось ее продать. Ну, то есть вышли на мероприятие, где не пригласили оператора. Там был ведущий Михаил Архипов, вот основатель студии как раз. И получается, он говорит, Решат, вот там, по идее, мероприятие, но там видеооператора не приглашали. Давай попробуем, ну, ты просто как раз попрактикуешься и поснимай. В итоге поехал практиковаться, снял мероприятие. И он такой говорит, ну, классно получилось, давай попробуем клиентке предложить, вдруг ей понравится. Показали, ей понравилось, и она за это заплатила сразу деньги. И с тех пор все, сразу началось. То есть первая практика, которая сразу вот... Насколько я знаю, обычно у всех там через какие-то трудности там проходят или что-то еще, у тебя прям так, ну, круто, круто. То есть ты, получается, с первого раза начал это все уже чувствовать, да? Да. Ну что, ребята. Ну что, Решат, я тогда начну жарить, сковородка-гриль. Сейчас мы, получается, сперва запечатаем, то бишь пожарим индейку, а потом ее будем тушить в соусе, чтобы она была прям в собственном соку и прям в соусе. Добавим туда сахар и вот кислость вишни, мне кажется, это будет кисло-сладкий, вообще будет пушка. Начинаем? Вишня, да, она сама же по себе такая Да, кислая. она такая кисловатая, и индейка и утка, мне кажется, прям любит такой вот соус кисло-сладкий, необычный, ягодный, фруктовый. Подай мне, пожалуйста, масло, а я начну жарить индейкой. Во. То есть, когда она сварится, ты просто ее поднимаешь. Вообще пушка. Классная вещь. Вот сейчас вот это брызгать будет даже. Давай. Здесь вот вопрос, почему сковородка гриль? Ну, вообще, это получается от... я, если честно, точности не знаю, но это получается от барбекю, то есть вот эти вот полоски. Эти красивые грильницы, да. И это получается сковородка с такой вот полоской, получается как гриль. То есть она дает эффект, как будто пожарена на барбекю, я не знаю. А я думал, ну типа масло еще между ними как-то оно стоит. Нет, она просто дает такой рисунок, да? Эффект такой.
Кстати, Азиз, я ни разу не пробовал индейку. Представляешь? Я вот сейчас об этом подумал. Надо его слегка посолить, чтобы он не был пресным. А, то есть мы его сразу солим? Да-да-да. Кстати, да. Ну, то есть не сразу, не все сразу, а просто слегка подсаливаем, чтобы он не был пресным. Потому что сейчас мы будем его еще досаливать, доводить до вкуса. Вот скажи мне вопрос. Самое сложное, наверное, это все-таки из всех специй, я знаю, что вроде бы самая простая, но самое сложное это соль. Переборщить или наоборот не досолить, это все-таки... Как вообще определить? Что определить? Ну, сколько нужно солить, например? Ну, то есть вообще каждый по-разному делает. Сперва просто подсаливают, а потом уже доводят до вкуса. А когда уже доводят до вкуса, уже все вот эти вот, то, что добавлены вкусовые рецепторы, они такую конкретику свою ловят. И благодаря соли, то есть если соли чуть не добавить, то какая-то пустота будет чувствоваться все равно. То есть ты попробовал и дальше добил? Да. А если ее будет слишком много, то она будет перебивать абсолютно все. Вот этот баланс, чтобы удержать, из-за этого сперва подсаливают, а потом доводят до вкуса. Подсаливаем, значит, это где-то чайная ложка? Щепотка. Ну, если ты будешь добавлять это ложками, то ты не будешь чувствовать. Всегда старайся тому, что ты будешь чувствовать. Вот сколько ты добавил. Ну, вообще, я сам тоже любитель готовить. Почему, кстати, собственно, эта студия и появилась. Я вот всегда солил так, что я просто вот, я не знаю, просто вот беру, солю и все. Почему-то я об этом только сейчас задумался. Вот, спросить, задать вопрос. То есть я обычно солю и все. Это везде, это во всем, даже, допустим, шашлык, какой бы он сочный Да, не был, какой бы он думаю. вкусный не был, да, если вот это вот с солью не будет баланса, то считай, это уже не шашлык, по-любому. Вот шашлык у меня вроде получается, я обожаю готовить шашлык, стейки это мое. Самая большая критика – это критика гурмана. Это всегда так было, есть и будет. Из-за этого повара боятся там гурмана, потому что они умеют, они знают, как это сделать лучше. И они, допустим, если повара будет комментировать, он будет знать, то есть через что он прошел, где-то какие-то трудности или что-то еще, что-то, может быть, не так делал, он на это может глаза закрыть. А гурман он не закроет, он скажет, почему? Должно быть вкусно и вся, то есть это должно быть такой конкретики. Так, ну в общем, смотри, вот так, нормально? Отлично. У нас уже он горит? Все, окей. Кстати, по-моему, мало горит. Кстати, мы сейчас можем запечатать, а потом можем поменять местами, чтобы оно было на большом огне. Да. А сейчас мы просто его... Его мочать не надо? Нет, просто закрыть. Просто такое. Да. Все, и ждем кипения. То есть, получается, она не дожарилась на самом деле, да? Да, на самом деле она не дожарилась, мы просто ее запечатали. То есть дали колер, да, цвет? Да. Это как мы стейки делаем. Да, все верно. Вообще стейки же сперва там жарят, а потом уже доводят. Да, я вот не сильно люблю стейки, которые с кровью. Я предпочитаю более такой. Конечно, не подошва, но... Степень прожарки стейков зависит от нагрева сковородки. То есть, если ты хочешь рея, ты прям ее накаляешь, и она быстро, получается, берет цвет, то есть она быстро загорается. А если ты хочешь полную прожарку, то есть, соответственно, она будет чуть-чуть не накаленная. Мы индейку обжарили, теперь займемся соусом. Соус, поскольку у нас будет кисло-сладкий, это будет вишня и, конечно же, сахар. Это свежезамороженная вишня, она у нас чуть-чуть такая переразморозилась, но она очень вкусная. Ну, в смысле переразморозить? Разве не нужно ее размораживать перед тем? Нет. Мы же будем делать. Ее можно даже и в замороженном виде, то есть просто мы ее так солили, чтобы она была эффективной. Какая красота. Добавляем сахар. В данном случае вот сахара ты как тоже просто по вкусу делаешь? Я все делаю по вкусу и граммажи тоже все делаю на глаз. Ну да, например, я тоже не люблю, когда сахара много.
Да, сахар вообще здесь не только для того, чтобы он был сладкий, он здесь для того, чтобы еще и сделать такую, стянуть, да, его получается. Да. Понял. То есть ты не мешаешь силиконовой лопаточкой? Не, зачем? Чисто вот так? Нет, конечно, Я видел просто, мы уже предыдущие программы снимали, и то есть мне всегда нравилось, как ты это... Как я подкидываю? Да, Ну, да, здесь не подкинешь в целом. Я мешаю. Но здесь, получается, именно здесь мешать, можно? мне кажется, нет смысла. Мы будем уже погружать индейку. Мы ее будем погружать прям... Она будет томиться собственным соком, мало того, что еще и в этом соусе, то есть будет просто такая сочная пушка. Никогда не думал, что можно мясо сочетать с ягодами. Вообще вишня это ягоды, наверное, да? Интересно. Я только что уже проговаривал, что индейка и утка, она любит такой ягодный соус, кисло-сладкий соус. Ну, терияки, да, мы обычно. А это надо снять крупно пацаны. Водички все равно добавляют. Да. Чтобы она прям не подгорела у нас. Совсем чуть-чуть. Ну что ж, у нас будет микс-салат. Подай мне болгарский перец. А сам возьми огурцы. Так, что с ним будем делать? Есть же вот эта игра, как самурайским мечом разрубаешь фрукты. Блин, как-то она называлась, не помню. Может быть, ее... Ты прям решил с огурцов это сделать? То есть огурцы мы режем как? Обрубаем два конца. Ну это да. Вот. Посередине разрезаем его на два. Угу. И убираем сердцевину. Убираем сердцевину, самую вкусную часть? Интересно. Ришат, ты нам рассказал, как ты начинал вообще операторскую деятельность. А как у тебя возродился Best Day? Best Day сейчас, ну то есть я расскажу, наверное, с самого начала. Если коротко рассказать о компании Best Day, то начиналось это, если честно, в 2013 году. То есть тогда уже были, да, такие моменты, когда нужно было снимать. То есть я, как я уже сказал, я очень люблю снимать. И тех съемок, которые я работал в той компании, в том продакшене, мне не хватало. То есть я хотел что-то творческое делать. Там в основном, как я сказал, были свадьбы, юбилеи. То есть этого на самом деле было мало. Я хотел заниматься что-то таким еще. Ну, допустим, как эта кулинарная студия. Ну, вот так это все и началось, то, что я захотел заниматься что-то еще. То есть поснимать какие-то там интересные предметы, пофотографировать. Клипы. Да, точно, клипы. Самое главное, вот, когда уже начал становиться BSD, это с клипов началось. Потому что приходили ребята, которым, ну, сам понимаешь, если они будут обращаться в какие-то большие компании, какие-то большие продакшены, на тот момент, тем более, это было очень дорого. То есть всегда клипы всегда снимались на профессиональную камеру. Мы сделали это так, что доступно, при этом используя те камеры, которые мы, в принципе, свадьбы снимаем. То есть изначально было так. Это сейчас, можно сказать, как отдельное подразделение существует, которое снимает клипы, которые снимают свадьбы, которые снимают, допустим, как это кулинарное шоу. Вот ребята сейчас, да, они заточены, это тот же самый вот Ниджат Юсупов, который у нас работает, он профессиональный видеооператор, оператор-постановщик с профессиональным образованием. Допустим, он, конечно, он тоже свадьбы снимает, юбилеи снимает, это ему не мешает, потому что он профессионал. Он, допустим, много снимает коммерческого видео, то есть такие как блогеры. Сейчас популярно вот Expert Reels, например, да. Кстати, я вообще забыл, что мне надо было что-то делать, да, заговорился. Действие и... То есть просто убираем вот этим, да? Да. То есть получается, он вот работает именно в коммерческом направлении. То есть у нас такое тоже есть. Получается, Best Day начался с того, что мы начали снимать клипы и коммерческие мероприятия. То есть рекламу, где-то там салон красоты надо красиво снять. В то время-то, как я сказал, мобилографии не было. В то время была только такая реклама, которой можно было
снять на профессиональную камеру и выкладывать на телевидение даже, бывало, снимали. Я начинаю не успевать. То есть я же работаю в студии. Параллельно получается, да? В продакшене работаю, плюс сам еще что-то какие-то там, какие-то ролики снимаю. Я не успеваю, и я зову друга. Икрам Турсунов, его тоже все многие знают. Всем ему привет, как говорится. Вот он, можно сказать, на данный момент как сооснователь, да, то есть мы вместе с ним основали студию Best Day. Сейчас это, как я уже сказал, большой продакшн, который имеет базу. Масштабный, сейчас уже имеет свою кулинарную студию. Ну, и, кстати, не только кулинарная, то есть многие такие, так сказать, муд-видео, которые сейчас называются, да, сняты у нас в студии. У нас, допустим, есть видеостудия, фотостудия, теперь вот кулинарная студия. Так, какие дальнейшие действия? Смотри, Азиз, я, получается, убрал сердцевину. Так, теперь огурцы режем наискось. Ну, то есть... Да, все. Вообще просто наискось или вот так вообще? Как хочешь, можешь вот так, можешь вот так. Не, ну я не профи. Под углом 45 градусов. Вообще тонко нужно резать, что-то я не спросил даже. Пушка, просто то, что Нормально? ты... Ну, можешь... Толще? Как тебе объяснить, если они все разные? Ну... Мы не такие профессионалы, как ты. Ну что, посмотрим, что у нас с индейкой. Я просто люблю огурцы, и если что, не обижайтесь, это должно хватить. А запах-то какой? Вообще пушка. И вот этот кусок вообще бомбический. Представляю вас, пацаны, потому что я много сам нахожусь по ту сторону. Когда снимаешь вот эти кулинарные шоу, блин, вот прям там такой запах по студии разносится, и вот я вас понимаю, Фарух. Потерпи немного. Тем более через камеру это вообще сочно, наверное, прям пушка. Вот, наверное, многие думают, что он стоит, огурцы ест. Просто вот я говорю, вот, пацаны, когда на ту сторону находишься, хочется это все попробовать. Я действительно люблю огурцы. И не получалось, да? Вот, Не получалось, да. Просто хочется вот так взять. Будешь? Ребята, зовите. Лови. Ниже. Кидай, много. Фарух, ты будешь? Нельзя, брат! Подожди. Это было нормально. Ребята, камера кивнула, значит они давай. Так, теперь смотри, братан, я тебе кратко объясню, что у нас сейчас произойдет. Мы сейчас в этот салат добавим вот это, лимон, соль и оливковое масло. Лимон, то есть сок лимона? Да. Теперь вот это у нас сейчас стянется и будет такой тягучий соус. Пюре мы со сливочным маслом и солью протолчем и добавим туда укроп. Укроп для цвета? Укроп он будет такой пряности, да, и для цвета, для вкуса вообще будет пушка. Ришат, а у нас вот у поваров вообще на кухне бывало очень много казусных ситуаций ярких. Были ли что-нибудь у вас такие вот ситуации, где запоминающие, яркие, веселые? Ну, на самом деле, ситуаций таких очень много. Практически на любой съемке может это произойти, конечно. Вот смотри, давай самое интересное. Вот. Недавно был случай, невеста чуть не подожгла свое платье. То есть это не только невеста была, да? То есть, ну, как подожгла? Вот как ты думаешь? Пьяная была? На самом деле, нет, это точно. Просто свадебный танец, да, они танцуют. У нас все любят фейерверки, холодные фонтаны, да, то есть стоят холодные фонтаны, жених подбегает, ну, то есть включаются фонтаны, жених подбегает, ну, то есть это же момент, то есть он хочет, поднимает ее, начинает кружиться, получается один фонтан цепляется за платье и начинает он, то есть там момент такой, что он почти загорается, то есть успевают, то есть ребята потушить. Ну, в общем, это тоже очень интересно. А у нас картошечка готова. Ага. Не зря ты выбрал именно картошку, да? Да, я выбрал именно картошку нарункольскую. Продолжая тему платьев, хочу рассказать еще момент. Часто у нас бывает такое, что у невесты рвется платье. И в большинстве случаев невеста расстраивается. И это, так сказать, немножко портит все. Потому что самое главное не испорченное платье, самое главное это все-таки настроение. То есть, да, то есть, чтобы не портилось настроение, самое главное, это вот мой прямой совет невестам,
когда будете, если у вас что-то идет не так, просто не расстраивайтесь, потому что от этого зависит дальнейшая свадьба, дальнейшая фотосессия, дальнейшее, как это видео останется у вас. То есть, видишь, то есть всего лишь платье, ее можно быстренько сшить, а мы все равно можем это сделать так, даже если она порвана, то есть просто развернуть в другом ракурсе и снять красиво. В любом случае, классные фотографии, видео получится. Но если ты уже заплаканное лицо, расстроено, здесь уже ничем мы помочь не можем, к сожалению. Ну и интересные моменты у нас тоже бывают с свадебными букетами. Один раз было такое, то что невеста кидает букет, она застревает в люстре. То есть это не один раз, это постоянно бывает. Потому что, ну, сам понимаешь, невеста тоже волнуется в этот момент. Начинает кидать букет, оказывается, перекинула и застревает в люстре. Что мы делаем? Наша команда быстро соображает, что у нас есть стойки, которые мы используем для фотографий. Ну, то есть, как вот этот софтбокс, допустим, да, то есть, который на нас светит сверху. На таком софтбоксе, то есть стойка, она такая, удлиняющая. Быстро подбегает наш фотограф, снимает оттуда софтбокс, вытаскивает 4-метровую стойку и спокойно достает букет. Это тоже бывает. Это очень часто бывает. Кстати, у нас еще был момент, как торт сгорел. Серьезно? Это точно. Невеста сгорела еще ладно, но торт как мог сгореть торт? Те же самые фейерверки. У нас просто покупают не те фейерверки. Есть нормальные холодные фонтаны, а есть такие, которые прям сильно горят и там дольше горят. Ну там, да, они красивые, но они просто неправильно его подбирают. И у нас получилось так, что торт был украшен цветами искусственными. И получается, втыкнули вот эти фейерверки. Их поджигают, один фейерверк начинает цеплять листик этого цветка. Он начинает гореть, и по цепной реакции весь торт начинает гореть. Такое тоже было. Ну, я представляешь, что там видео мы засняли, и мы ее оставили на память. Это было... Никто не расстроился, на самом деле. Копченый торт? Ну, в принципе, мы его не пробовали. Ну, вроде и съели, знаешь. Это как вы же, когда готовили Филадельфию, которую вот... Как этот? Огнем же делаете? Да. Типа такого, наверное, получился вкус, все. Так, что у нас? Так, пюре у нас почти готово. Сейчас мы туда добавим сливочное масло. Угу. Для пюре, ты сказал, нужно будет укроп. Да, но мы сперва сделаем саму основу пюре, а потом уже сверху добавим укроп. Ты его просто украшаешь? Нет, он будет в составе, то есть нам надо сперва добиться хорошей консистенции пюре. Укроп не портит вкус вообще? Он же такой яркий. На самом деле укроп, он никогда не испортит никакой вкус. Укроп, еще у него есть такие свойства, он притягивает себе запах. То бишь, если у тебя подгорело мясо, подгорел рис, то есть ты делаешь такие условные там дырочки на рисе, получается, вставляешь туда укроп на 15 минут, и он весь запах в себя впитывает, то есть рис уже не пахнет горелым. О, этот лайфхак можно вообще вырезать? То есть ты прям вот стебельками? Да, ну то есть не прям так, то есть вот так вот, как ты делаешь, и то есть прям все запахи себе стягивает. Кстати, бывает же часто, что просто не успел вовремя убрать или что-нибудь такое. Все верно. Ну его надо сразу переложить, потому что все равно запах гори есть. Да. Внизу-то он останется. Так, берем теплое молоко. Желтые очень вкусные. Кстати, есть еще темно-бордовые такие черри. Можно сказать, черные. Они вообще вкусные. Так, берем венчиком и обогащаем пюре кислородом. Он получается прям такой нежный, текстурный и воздушный. Первый раз вижу, что венчиком месят пюре. Ты так сделай-ка, чтобы Ниджат мог это снять. Вот этот момент можно добавить вообще в этот бэкстейдж. Не как бэкстейдж, а вообще. Такой рэк делаешь. Просто я как оператор, я сразу понимаю, что ему неудобно снимать. Я думаю, что догадается. Ну и... Я откуда догадаюсь, братан? Видишь, я догадался, Я что нормально. говорил, когда... А почему руку держу так?
Фарух Вот эта сторона всегда грязная. Фарух не урезает момент, оставит, как он вот это кушал. Обязательно. Почему именно рука вот так? Вот так сделай именно. Вот так. Займемся салатом. Здесь мы нарезали перец Калифорния, желтый, желтый помидор черри и микс салат. Так я добавляю. Вот. Так, огурцы туда же? Да, огурцы добавляем сюда же. Теперь можешь разрезать лимон дольками. Не буквально четверть. То есть его режу пополам? Нет, так пополам его не режут. Нет, его вот так. Вот так? Да. Теперь дольками. Арбузиками. Всегда думал, короче, что его режут вот так. Когда дольками, его, короче, какая-то... Да. Все, буквально 2-3 дольки хватит. Берем оливковое масло. Я сейчас делаю дрессинг, то есть заправка на салат. Берем оливковое масло. Вот. Грамм 20. Угу. Соль. Щепотку. Щепотку соли. Именно в масло соль. Лайфхак номер 2. Черного перца. Опять в масло. Вот как готовят профессиональный салат. Нет, вообще это из-за того, что на салаты зачастую используют экстра соль. Ну То есть мелкую соль, да? Подай, пожалуйста, сито маленькое. Да. Теперь я потихоньку буду выжимать сюда сок лимона. Так в ресторане вы так и экономите лимон, получается, да? То есть в обычной кухне мы что делаем? В обычной кухне мы берем лимон, его вот так режем и выжимаем. Правильно? Нет, это чтобы... Я заметил, что ты- Да, и чтобы люди знали, что по 10 грамм 30 грамм идет. То есть 3 куска. Ну, то есть это уже из профессиональной кухни. Да. Чтобы понимали, что на 20 грамм масла идет 30 грамм сок лимона. Я думаю, в этой программе мы много говорили об SD, и я считаю, что нужно будет еще одну программу снять именно про Ashfood. То есть я хочу, чтобы ты уже был гостем, чтобы я задавал вопросы. О, даже так? Ну, готовить можешь, в принципе, но... Готовить и рассказывать, да? Готовить и рассказывать, да. Здесь мне кажется, все-таки ты, брат, предоставил возможность мне больше говорить. Мне кажется, много есть чего рассказать о Ashfood, почему именно Ashfood, да? Как он вообще основался, как Да. он создавался, да? Да, это было бы интересно. Просто я понимаю, что сейчас мы уже к завершению и не успеваем рассказать про Ashfood. Вообще, это очень интересная история. Очень интересная история, на самом деле. Для этого можно, как Ришат сказал, отдельную программу снимать. Смотрите, вот такая текстура получается. Это называется дрессинг. То есть это салатная заправка. Сюда можно добавить любые пряности. Все, что вообще душе угодно. То есть какие ты хочешь. И этим можешь заправлять салат. В данный момент у нас получается, он такой будет кисловатый. Ну, то есть он будет дополнять Да, кислость да, наших- да. наши индейки, да? Так, Вообще он так пахнет, что я прям не могу удержаться. я мешаю салат. В принципе, горячее у нас уже готово. Салат у нас готово. Ну что ж, готовимся к подаче. О, кстати, самый интересный момент. Многие подают в ресторанах блюда, там так красиво его оформляют. Это вообще, наверное, отличает, да, вот это вот уровень ресторана и, можно сказать, как общепит. Конечно, конечно, если раньше, допустим, визуально как-то делили тарелку там на 4, ставили сюда гарнир, там украшения и само горячее, сейчас это намного хаотично, ну, намного красиво получается, то есть как а-ля карт, да, считается, то есть подача вообще везде разная, то есть это совместно с молекулярной кухней, сейчас просто делают какие-то шедевры с подачей, но
из молекулярной кухни у нас только есть микрозелень и съедобный цветок. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Съедобный цветок? Да. Кстати, да. Никогда не пробовал тоже. Всегда об этом слышал, но никогда не пробовал. Да? Микрозелень я ем постоянно, но съедобный цветок еще не ел. Ну, сейчас увидишь. Пока я здесь буду украшать, ты нарежь укроп. Так, вопрос, как его резать? Ну, в смысле, просто нашинковать? Да, да. Только немного. Так, только немного. Это вот столько? Еще столько же. Вот так? Да, хватит. Вполне достаточно. Так, я убираю твердую часть, правильно? И шинкую. Корешки убираешь и... Все? Да. Достаточно? Так, нашинковал? Достаточно? Да. Теперь добавляю его сюда. Прям просто? Да, да, прям просто. Не знаю, можно еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть? Или еще чуть-чуть? Все, пушка. Пушка. Ну, все. Как раз остатки. Срапомсу. Ну вот такая у нас текстура получилась. Теперь кульминационный момент. Теперь подача. Так, выкладываем пюре. Оно у нас чуть-чуть такое нежное. Жидкое получилось. Выглядит аппетитно. На молоке, на масле, с укропчиком. Пахнет не очень. Теперь выкладываем индейку. Дайте мне камеру срочно, я это сниму. Да, я ближе сниму. Она запись идет? Какая красота. То есть такое красное мясо получилось? Не, ну красота. По-другому не скажешь. Выкладываю салат. Салат у нас просто весенний, он просто витаминный. Но одновременно он очень вкусный. Ну, салат это мое. Мясо и салат, на самом деле, больше ничего не надо. Пробуем. Как салат называется? Еще раз. Названия на самом деле салата нет, это просто обычный весенний салат с миксом, с огурцами, с перцем Калифорнии и с желтым помидор черри. Ну, в общем, это сам придумал просто. Поэтому нет. То есть это не то, чтобы я придумал, это такой, как свежий салат считается. Весенний. Мы просто привыкли, что свежие это огурцы и помидоры. Нет, свежий бывает еще и такой. Ну, какое смотри мясо. Цветы кушать не будем, ребятам оставим. Я думаю, им больше интересно мясо, мне кажется. Больше интересно мясо. Ну что? Пробуем. Я специально его не дорезал, чтобы ты его не брал, чтобы ты вот этот взял. Ну ладно, держи его. Почему он самый вкусный? Нормально. А вот так вот у нас пюре бери. Так, пюре берем. Вот так, да? Да. Покажи, как ты еще раз пробовал там как-то. Да как-то так делал он, по-моему, да? Ну ладно. Мы это вставим. Пушка. Просто бомбически. Как тебе? Ой, пикните, пожалуйста. Просто других эмоций нет. Я на самом деле это не считаю неплохое слово, но все равно. Я не удержался просто за еще одним кусочком. Конечно. Пробуем салат. Почему я не пробовал индейку раньше? Или она не такая вкусная? Может быть, из-за того, что мы ее так приготовили? Свежим салатом. Да, кстати, у нас еще салат. Ну что ж, подводим итоги. Ришат
спасибо тебе, что ты пришел на наше кулинарное шоу. Я думаю, блин, классно провели время, действительно кайфово. Много чего узнали вообще о вашей профессии, вообще самому Best Day, вообще процветания тебе вместе с ним, с вашей команде, чтобы у вас было на самом деле все действительно best. И подарок Спасибо от души. нашего Ашфуда тебе. Фартук будешь одевать и жене помогать. И, конечно же, о нас не забывать. Вот такой у нас фартук. Классно. Спасибо, Азиз, спасибо за приглашение. Было очень интересно. Вообще, мне этот процесс вообще готовить очень нравится. И я вот не знаю, это, наверное, мечта, можно сказать, детства. Да. Побывать на вот мы же с детства смотрели вот эту программу «Смак», с Макаревичем. Ну, мы еще то поколение, которое еще застало это. Вот, поэтому, блин, оказаться здесь, то есть, ну, я сам много снимал программ, но оказаться здесь это все-таки новое ощущение. Все по-другому, да? Все по-другому. Такая еда вкусная. Азиз, я помню, в начале ты готовил какое-то красивое что-то, типа блинчиков, что-то ты делал. Точно. Капец, мы столько готовили. Я думал, это, ну, типа чипсы или вообще. Да, это на самом деле как чипсы, это получается вот такая декоративная сетка. То есть она тоже вручную готовится? Да. А она съедобная? Конечно, это букажник. Я могу? С красителем, да. То есть что-то знакомое, что-то незнакомое, ну, короче. Жареная мука, крашеная. Жареная мука, казалось бы, да, что вроде бы жареная мука, но выглядит... Туда добавляют воду, и за счет реакции с водой она, получается, вот эти вот дырочки образуются, и она, получается, также фиксируется, да. Подача должна быть на самом деле бомбическая, просто с учетом того, что мы забыли сетку. Ну, просто пока мы готовили, наверное, просто проголодались сами. И у меня вообще улетело с головы то, что вообще мы это готовили. Ну что ж. Вообще шикарно. Я не могу удержаться, извини, пожалуйста. Он реально вкусный. Ну что ж, давай прощаться. До новых встреч. Всем пока и приятного аппетита. Мне. Вам тоже шучу. И мы с тобой дальше разговариваем, что-то кушаем, короче, музыка идет такая. Музыка идет, там титры идут, короче, Фара подбегает. Пойдем кушать. И пока ребята хотят кушать, нам надо это все съесть. Там брейк идет, Ниджат, пойдем. Пойдем, кушать. Шахидину позвоним. Попробуй. Соска. Режь его, режь. Ножом. Давай кушать. Со своей бородой. Повар, скажи, что я шеф.